В эфире программа «Новости IT». Здравствуйте. Этот выпуск целиком посвятим региональной повестке. Благо, событий произошло много. Начнем с того, что сотрудники Международного центра СВФУ создали прототип промышленного 3D-сканера. Он способен работать при экстремально низких температурах и позволяет создавать точные копии реальных объектов в цифровом виде. Его можно использовать в любой инженерной системе или на строящемся объекте, при полевых работах в случае поломок, разрушений и иных технологических негативных эффектах. Исследователи провели испытания своей разработки на металлических опорах газовых магистралей и зданий. Кроме того, несколько разрушенных приборов были восстановлены по моделям со сканера. Отмечается, что трехмерные модели отличаются высокой детализацией и информативностью. Стоимость одного сканера при серийном производстве сможет составить от 10 до 13 тысяч евро. В планах исследователей предложить разработку корпорациям и инжиниринговым фирмам. Якутский робот-дезинфектор теперь работает в одной из школ республики. Сейчас модернизированное устройство тестируется на базе Саха-политехнического лицея. Все подробности у Петра Васильева. Инженеры СВФУ модернизировали уже известного в Якутии робота Ведроид. Теперь он оснащен оборудованием для проведения дезинфекции в помещениях. В течение всего месяца он будет очищать воздух в здании Саха-политехнического лицея. Сама идея к нам пришла после пандемии. У нас были роботы-уборщики до этого. Сейчас мы начинаем заниматься уже роботами-дезинфекторами, что, в принципе, сейчас очень рентабельно, очень, так сказать, хайпово даже. Так, по времени у нас заняло, где-то полгода на проектную деятельность, на всякие разные сварочные работы. Продуктивность робота, в отличие от стационарного рециркулятора, заключается в том, что он постоянно перемещается по заданному маршруту. Его создают специалисты, рисуя в специальном приложении на компьютере. Это позволяет двум относительно небольшим рециркуляторам обеззараживать большую территорию. Надеемся и верим, что этот робот нам поможет избежать сезонных инфекционных заболеваний и не допустить нам в помещении лицея коронавирусной инфекции. Дети, конечно, удивляются, спрашивают, что это такое, но объясняем, что это дезинфектор. Итак, в чем же выгодное отличие обновленного робота-дезинфектора? Во-первых, самое главное его отличие заключается в том, что он стал на порядок легче. Его вес составляет всего лишь 42 килограмма. Помимо этого, на конструкцию установили две кварцевые лампы закрытого типа. Именно они позволяют осуществлять дезинфекцию воздуха, когда в помещении присутствуют школьники. Также значительно увеличили время работы батареи. Теперь устройство может работать автономно до 4-6 часов. За это время он успевает продезинфицировать до 2000 квадратных метров помещения. Сейчас робот проходит апробацию. В дальнейшем создатели планируют использовать его в других местах массового скопления людей. В здании аэропортов, ЖД вокзалов, торговых и многофункциональных центрах. Петр Васильев, Владимир Павлов, Якутск. Покровский колледж будет готовить разработчиков компьютерных игр, мультимедийных приложений, специалистов по веб-дизайну и кибербезопасности. Состоялось торжественное открытие новых 5 мастерских. В нем принял участие представитель регионального правительства и районной администрации. Улучшение технической базы прошло благодаря гранту федерального проекта «Молодые профессионалы». Общая стоимость создания 5 кабинетов составляет более 32 миллионов рублей. 10% из этой суммы выделено из республиканского бюджета. Все кабинеты оснащены современным оборудованием. Это позволит студентам на практике изучать IT-технологии, помимо чего в учебных заведениях будут проводиться демонстрационные экзамены. Также курсы повышения квалификации для населения, мастер-классы и хакатоны. Искусственный интеллект, беспилотные автомобили, технологии будущего и язык программирования. На эти и другие вопросы отвечали учащиеся одной из городских школ «Урок цифры», который провели для учеников 5 класса СОШ номер 21. Дети ознакомились с презентацией, а после участвовали в обсуждениях о необходимости цифровых технологий. По итогу открытого урока дети сами пришли к выводу, какие учебные дисциплины требуют наибольшего внимания для изучения тем, кто планирует связать свою дальнейшую профессию с IT-технологиями. Проект «Урок цифры» также проведут и в других учебных заведениях республики для учащихся с 5 по 11 классы. Я читал лекцию для 5 класса, и мне было приятно удивлен, что дети в 5 классе довольно неплохо разбираются вообще вот в этом понимании. Для меня это было удивительно, потому что иногда даже среди взрослого населения
люди иногда не разбираются еще в таких сложных науках, как искусственный интеллект, data science, machine learning, но вот дети, как оказалось, что они, благодаря тому, что они уже в цифре, они постоянно в Ютубе, в соцсетях, они все читают, смотрят, и они довольно подкованные, да, то есть знают, как управляется беспилотник, какие роботы есть, и даже разбираются, что существует различие между обычным компьютером и квантовым компьютером. Для меня это было очень приятно, удивлен. Задача проявить интерес у детей, да, что вот у вас в кармане есть смартфон, есть программы, которые созданы на искусственном интеллекте, что вы можете, какие предметы надо в школе изучать, чтобы стать, допустим, дата-сайентистом. Вот дети сказали, что да, это математика, это английский язык, это геометрия, это русский язык, вот, и они поняли, что вот кто-то из детей, может быть, замотивируется и будет больше уделять этим предметам внимания. В Нюрбе в честь Дня города открыли Центр образования. Ребята смогут там обучаться самым разным языкам программирования и даже робототехнике. На открытии побывал Роман Савинов. Состоялось открытие первого в Якутии Центра цифрового образования для детей IT-Куб на базе Центра детского научно-технического творчества. Здесь в специально оборудованных лабораториях будут идти занятия по 6 направлениям. Программирование на Python, Java, мобильная разработка, системное администрирование, разработка VR и AR-приложений, программирование роботов. Дети будут осваивать азы интернет-технологий, программирования и робототехники. Были подготовлены Нюрбинским УЛУСом все условия по зданию, а также мы за счет федерального бюджета, благодаря работе Министерства образования и науки Республики, мы обеспечили этот IT-куб всем необходимым оборудованием, самым современным, который есть в наличии у нас в Российской Федерации. Далее жителям Нюрбы презентовали обновленный музей дружбы народов. Музей, основанный известным общественным и культурным деятелем республики Ксенофонтом Уткиным и носящий его имя, буквально преобразился на глазах. Все сделано в духе времени с использованием современных цифровых технологий, мэппинга, музейных электронных инсталлеров, направленных звуков, электронных киосков, VR-очков, видеорядов и прочих атрибутов современности. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, Нюрбинский район. И на этом все. Повтор программы смотрите на YouTube-канале Якутия24, а также в Instagram-аккаунте як24.ru. До встречи через неделю и всего доброго.